Окружная администрация города Якутска приглашает на практическую конференцию «Муниципальные закупки, вехи развития и перспективы», посвященную 15-летию профильного управления. Конференция состоится 28-29 ноября 2019 года в городе Якутске. На мероприятии будут рассмотрены вопросы по выстраиванию эффективной системы закупочной деятельности с учетом изменений в законодательстве. Выстраивание эффективной системы закупок – это работа не одного года, многих лет. И к 2019 году я считаю, что у нас в городе Якутске выстроена система централизованных закупок в той мере, в котором мы хотели бы показать. И для того, чтобы показать вот ту систему, которая у нас на сегодняшний день действует, мы решили, провести конференцию практическую, поделиться опытом. Мы попытались охватить абсолютно всех участников закупочной деятельности, начиная от заказчиков и руководителей контрактных служб и участников в виде предпринимателей и бизнесменов. Участие в нашей конференции бесплатное, поэтому мы приглашаем всех муниципальных заказчиков Республики Саха-Якутия, всех заказчиков, которые работают по 44 и по 223 в городе Якутске, и всех контрольных органов, которые в силу своей деятельности тоже задействованы при работе, при деятельности заказчиков по 44 и по 223. Данная конференция является уникальной возможностью получения самой актуальной информации в сфере закупок от ведущих лекторов России и будет интересна для всех специалистов, связанных с закупками. На очередной планерке ЖКХ заместитель главы города Якутска Роман Сорокин заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, управления округов и пригородов о текущей работе. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Не обошлось без внимания и санитарное состояние города. На планерном совещании региональным операторам были подняты вопросы вывоза твердых коммунальных отходов и мерзлых бытовых отходов. В ходе работы, в ходе обслуживания в основном неблагоустроенного жилищного фонда, у нас возникает вопрос в части то, что жители данных домов в контейнера для сухого сливают жидкие бытовые отходы, что в свою очередь приводит к тому, что у нас, грубо говоря, специализированная техника не может убрать контейнерные площадки по причине того, что эти контейнера, грубо говоря, смерзаются с землей, либо технически техника не может их поднять. Вот. У нас 17 адресов таких, и уведомляем территориальное органы управления, поскольку если такие повторы будут, мы будем вынуждены убрать эти баки, поскольку физически мы убрать не можем. Техника элементарно, манипуляторная установка, которая стоит на специализированной технике, поднять этот бак не может. По строительному округу мы там некоторые баки пытались задолбить, но это повторяется уже и неоднократно. Уведомления мы соответствующие направляли, прикладывали акты осмотра. Данный акт осмотра мы оформляли вместе с управляющими организациями и жителями данных домов. И также у нас есть видеофиксация, то, что жители, хотя даже ставят эти шайбы на 17-м квартале, люди идут и выливают жидкие бытовые отходы прямо в бак. То есть здесь мы вызываем, чтобы территориальные органы максимально отработали жителей, как-то, я не знаю, какая-то разъяснительная работа, либо тут Роспотребнадзор подключится, либо там административная комиссия, но вопрос нужно решать. Региональные операторы не отказываются убирать баки, то есть не отказываются убирать твердые коммунальные отходы, но мы просим, чтобы по данному факту какие-то меры были предприняты. Руководителями управляющих компаний были предложены различные варианты решения проблемы. Но, как отметил Роман Сорокин, главное, чтобы сами жильцы осознали важность цивилизованного избавления от мусора, и тогда таких проблем не будет. В принципе, как отмечается со стороны наших служб, в том числе и регионального оператора по обращению с твердокоммунальными отходами, количество обращений, жалоб, по сути дела, сотни у нас в разы снизилось. Остаются точечные вопросы, это связанные, я считаю, как с текущей деятельностью. В принципе, отмечаю удовлетворительно на сегодняшний день работа, связанная с вывозом своевременным и размещением на полигоне твердокоммунальных отходов. Заместитель главы города по ЖКХ поручил руководителям управ и управляющих компаний своевременно отрабатывать заявки, поступающие от жителей, и контролировать качество их выполнения. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Ой, я ничего не знаю, я даже не знаю такое.
Вообще без понятия. Да, что-то слышала только, но я точно не знаю, не скажу. Нет, сам фестиваль не знаю, про фестиваль нет. Я слышала, но когда будет, не знаю, всегда. Каждый год здесь же проводится. Дед Мороз, это по России, по-моему, уже путешествует уже. Когда-то я слышала в новостях с Устьи, да? С именно Якутии, да? Что-то нет, я слышала, что в других городах уже начинается уже. От Устюга, да. Ну, я... зажжение елки всегда, бываем иногда. Ну, не знаю, даже в этом году как-то рано же еще, что-то рано собрали елку, по-моему, ноябрь только. По-моему, всегда в декабре же бывает, в начале декабря когда-то. Слышали что-то мельком по телевизору. Ну, что-то было, но... Нет, это когда? Нет, не знала. Нет, не слышал. Конечно. Что именно? Мероприятие? Ну, естественно, елка зажигается, Дед Мороз приезжает к нам. А вы будете присутствовать? Обязательно. Что-то слышал? Да. Слышал, Дед Мороз, слушайте, зима началась или как-то там это. Ну, будем. Ну, мы туда ходим, общество слепых, с супругой ходим. Там, когда третья школа. Зима начинается с Якутии. Ну, это Якутия, самая холодная зима. Там концерты, разные зажжение елки, там строганина и всякие разные мероприятия. А где это? Да. Нет, это... А где это будет-то? В городе, да? Ну, так, слышал что-то. Но у нас всегда все в Якутии начинается зима. В спортивном комплексе «Триумф» жители города выразили поддержку работе главы республики Айсена Николаева и поприветствовали принципиальную позицию президента России Владимира Путина по утверждению долгожданного проекта строительства моста через реку Лена. И в честь этого события станцевали массовый осохой. В нем приняли участие около 800 человек. Глава Якутска Сардана Аксентьева отметила, что древний ритуальный танец осохой – это своеобразная молитва якутян для исполнения мечты о строительстве моста. Сейчас самое главное наше желание, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был доведен до логического конца, и чтобы в ближайшие годы мы смогли с вами не чувствовать себя оторванными от большого мира, чтобы в любое время года мы могли беспрепятственно уезжать, путешествовать, ездить к своим родственникам. И самое главное, конечно, как глава города Якутска, я уверена, что появление этого моста, его ввод в эксплуатацию позволит нам достигнуть того, что город Якутск будет чувствовать себя более стабильным, особенно в очень длинные зимние месяцы, когда у нас есть вопросы и по резервному топливу, и вообще по надежному жизнеобеспечению нашего города. Поэтому для нас это исключительно важно. Ожидается, что открытие объекта, запланированное на 2025 год, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза. Бесспорно, это большое дело, и на самом деле все, что надо строить, надо развиваться, и этот мост на самом деле давно ждут. Конечно, это нужно для развития и не только города, всего региона. Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, 3 федеральные автомобильные дороги и 5 региональных автодорог. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 83 миллиарда рублей. В связи с изменениями погодных условий коммунальными службами Якутска в усиленном режиме ведутся плановые работы по уборке снега с улиц. Производственные подразделения Якутдорстрой работают 2 смены без выходных. Такой график позволяет оперативно принимать меры в любой критической ситуации. По основным улицам города, это по проспекту Ленина, по Вилюйскому тракту, по Богдана Чижика проводятся работы по уборке прибордюрной части от снега. Также по основным улицам, это по проспекту Ленина, по Ярославского, по Дзержинского, по Вилюйскому тракту, по Кровскому и остальным улицам у нас ведется работа по грейдированию, по подсыпке песком. Также проводятся мероприятия, противогололедные мероприятия.
Это подсыпаются песком у нас автобусные карманы, пешеходные переходы. Помимо этого, работа ведется в управах дворниками по отсыпке песком, по уборке от снега. Для информирования населения города на сайте окружной администрации ежедневно размещается график работ по уборке улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, автобусных остановок и других элементов благоустройства. В графике указывается список улиц и время производства работ. По итогам производимых службой работ горожане могут направлять свои замечания или предложения в адрес окружной администрации. В окружной администрации Якутска состоялось рабочее совещание главы города с представителями Общероссийского народного фронта и журналистами по вопросу заключения экспертизы московской специализированной организации СКБ «Инжиниринг». Эксперты проверяли соответствие толщины слоев асфальтового покрытия и качество смеси асфальта заявленным в проекте параметрам и нормативным показателям. Под анализ попали отремонтированные дороги города по улицам Чайковского, Жарницкого, Ларионова. Эксперимент организовала редакция news.ekt.ru. Результаты лабораторных исследований СКБ «Инжиниринг» показали, что не везде технология укладки и качество смеси соответствуют нормативам. Обнаруженные недостатки не критичны на улице Жарницкого. Установлено превышение 2 слоев асфальтового покрытия на улице Чайковского. По улице Ларионова зафиксированы слои ниже нормативов, заявленных в проекте, а также нарушена технология укладки асфальта. По итогам сегодняшнего совещания было принято решение о том, чтобы провести техсовет. То есть в ближайшее время проводим техсовет. Сверяем те данные, которые поступили от московской экспертизы, и те данные, которые мы в этом году впервые в городе Якутске провели независимую дорожную лабораторию. Сверяем эти данные, где нестыковки, выезжаем на объект, и где надо, уже берем дополнительные отборы, дополнительные работы проводим. Ну и будут по итогам техсовета будет принято решение, как выйти из ситуации и как будем устранять те или иные замечания, которые были выявлены в ходе данной работы. Сардана Аксентьева отметила, что в этом году были впервые проведены общественные слушания перед началом ремонта дорог. Состоялись встречи с населением, согласовывались сроки выполнения и учитывалось мнение горожан по обустройству автобусных остановок. Весной мы с вами идем и с общественным контролем города, и, соответственно, с заказчиками. И, значит, просьба Росдомнии тоже к нам присоединиться. Значит, если автодорожный факультет, институт считает нужным тоже, значит, присоединяйтесь, пойдем проверять уже в нормальном состоянии. Потому что сейчас, ну что греха таить, не было возможности толком все проверить. Меня очень интересует система водоотведения. Да, согласен. Очень меня интересует. Пока я сама не увижу, значит, собственными глазами не удостоверюсь, что вода утекает куда надо, я, конечно, тоже, как все горожане, выражаю некий скепсис. Но посмотрим. Обещают, что все должно быть нормально. Надо убедиться, и как раз посмотрим мы тогда оформление дорог, как поставили бордюры, плотность примыкания, съезды. Вот все, что необходимо, вместе посмотрим. Потому что это как раз будет входить в перечень тех гарантийных работ, которые мы будем выставлять. Ну, подрядчики знают о том, что весной мы выдадим им дополнительный список. Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Якутске построено более 25 километров дорог. Из них 19 километров с асфальтовым покрытием. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.